Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Копаем червей на склоне. Вот буквально они под листьями вот. Прячутся. Прямо на склоне вот. Там внизу костер у нас. И я здесь вот копаю червей. Уже нашел вот несколько штук. Вот убираем листву. Так, здесь у меня маленькие рыбаки стоят. Ну-ка, показывай, что там. Червяка всегда поправляй. Вот, смотри. Раз, вот так вот, чтобы он был спрятан, крючок. Теперь вот, подвинься. Иди сюда. Держишь вот в этом месте. Вот, вот так. Потом вот раскачиваешь вот так, тихонько. В какую сторону хочешь кинуть, видишь, вот. Тихонько вот раскачиваешь, вот так. Прицеливаешься и бросаешь. На-ка. Подожди, пока не бросай. Здесь мы стоим. Вот, значит, по наживке. Наживку вот, допустим, елец, да, поймали, вот малька. Вот самые стандартные вот такие. И, допустим, это мне на 2 крючка. Вот старайтесь вот эту чешую всю, чтобы она вся сохранилась. Вот. Нельзя ее это вот портить. И аккуратненько на 2 части, допустим, отрежем его сейчас. На 2 крючка. Вот так. Но я убил прежде. Умертвил. И вот так подсушиваем, чтобы она немножечко подсохла. Поэтому наживка должна быть немножко подсохшей. Аккуратненько вот так подсушиваем. Сейчас ветром обдует ее. У нас ветерок небольшой. Вот так вот. Сейчас дети еще поймают. Вот дети рыбачат. Мальков. Так. Когда рыбачу на крупную рыбу, я очень ответственно к этому всегда подхожу и всегда основательно готовлюсь. Я делаю всегда вот такие кивки. Вот. Посмотрите. Срезаю сырое, кустарник любой. Зачищаю, чтобы мои кивки можно было издалека разглядеть сразу, какой из них сыграл. Поэтому я не ленюсь никогда и советую вам также делать, чтобы один раз изготовил и не мучаешься. Сейчас будем ставить закидухи на налима. Для этого, вот, как видели, я там подготовил нарезку, подсушил ее. Дочка с сыном у меня там стоят, рыбачат. Кивки я подлиннее делаю, чтобы хорошо маячило.
И они тяжелые получаются за счет этого. Увесистые. Если возьмет, то будет хорошо подбрасывать. Ну, в принципе, если возьмет, сами увидите. Так, вот эти палки, на которых будет у меня леска подвешиваться, я тоже делаю длинные, чтобы издалека было видно. И заостряю все. Четыре мне надо, и того на 4 закидушки. Вот так расположил закидушки, где-то примерно через 10 метров каждую. 4 штуки у меня их. Вот так они должны подсохнуть, вот. Видите? Вот одна уже ободрана, вот чешуя. Уже, смотрите, некрасиво смотрится. Вот это более-менее. Так, сейчас размотаем леску. Закинемся. Первую закинем. Когда разматываете леску, тоже старайтесь сложить, укладывать ее так, чтобы она при полете уходила вся по очереди и не запутывалась сильно. Конечно, лучше делать это на песчаном берегу, но так как нет песчаного берега, приходится вот делать вот так вот. У меня леска на 100 метров на бобине, поэтому посмотрим, насколько смогу забросить. Желательно, конечно, на все 100 бросить. Для этого тяжелое грузило у меня специально соорудил, изготовил. Вот таким вот методом я укладываю леску перед забросом. Так, достаточно, надеюсь, я все равно думаю, что так далеко не заброшу, поэтому оставим сколько есть. Придавливаем камнем. Камень побольше. Вот такой сойдет, думаю. Итак, первый заброс. Рыбу насаживаем. Также вот под брюшко его хватаем. И вот так вот. Сейчас поставлю установлю на штатив, чтобы вам видно было весь процесс заброса.
очень дальний. Как получилось, сами видели. Давно не забрасывал. Так, вот прошло энное количество времени, и мне все-таки довелось забросить все свои снасти. Так, у меня там 40-метровая донка. Это 10-метровая доночка, так. Мелочь подергать. О, есть что-то. Что-то идет. Эх, камень зацепился. Ушла. Вот так много ила набивает. Закидушки. Течение. Решили на червя попробовать порыбачить, посмотреть, что как ловиться будет. Рыба будет ловиться лучше. Что-то на нарезку пока не ловится. Наверное, не нравится наша нарезка рыбы. Будем на червя посмотреть. Поклевка есть. Смотрите вон. Как положила его. Есть поклевка. Ага. Что-то ощущается, что-то сопротивляется. Ох, наверное, налим, так налим. Так-то у меня на налима тут стоит. Налима хочу. Свеженького налима. Как налима хочется. И да ну, черт тебя подери, что ты? Да нам такой не нужен, вы чё? Ты кто? М?
нам такие не нужны, товарищи. Нам налима подавай. Этого мы обратно отпустим сейчас. Аккуратно нужно его отсоединить. Крючок. И обратно отпускаем. Все. Ушел. Хвостом еще помахал. До свидания, говорит. Жалко, что это был не налим. Червяка принесите мне! Червяк! Иду к очередной поклевке. Кто-то клювает. Есть поклевочка небольшая. Подождем. Возможно, это налим. Ну что ж, давайте проверим. Нашего налима. Все видели, была небольшая поклевочка. Да что ты будешь делать-то? Опять тупорылый. Откуда у вас тут столько? Откуда у вас тут столько, усатый? Иди домой. Червяка возле тебя, сзади, за камнями. Так, была поклевка. Ждем повторной поклевочки.
наверное, думаю, что налим. В этот раз точно налим. Да что ты будешь делать, а? Откуда вы беретесь вообще? Такие губастые. Откуда вы такие губастые беретесь? О, как губы. Сальто мортали. Не судьба, видать, с наливом. Ну никак не судьба. Подай, черви. Итак, дорогие друзья, как вы видели, все происходило на ваших глазах. В общем, пытались сегодня поймать налима, но у нас ничего не получилось. Будем дальше пытаться ловить налима здесь, трофейного. Мне кажется, налим здесь все-таки должен быть. Всю остальную ненужную нам рыбу мы отпускали. Так и будет впредь. Вся рыба будет неугодная нам отпускаться. Нам нужен только налим. Поэтому ставим палец вверх, если кому понравилось. Подписываемся, делимся с друзьями. Летом, как и обещал, будет много интересного. Возвращаемся домой с рыбалки, все счастливые. Доча, сколько времени сейчас? 10. Доча говорит, 10 часов вечер, ночи. Обратите внимание, 10 часов ночи. У нас вечереет. Вот такое количество комаров вокруг меня летает. Всем пока!